53 нарушения было зафиксировано за проходящий предвыборный период. 31 по части использования административного ресурса, 15 по фактам подкупа голосов, еще 7 давления на избирателей. Данная статистика была озвучена Общественным фондом «Общее дело». Мониторили в период с 25 ноября до 29 декабря. Конечно же, эти нарушения, они анализируются головным офисом, и в дальнейшем из этих 53 нарушений 14 нарушений были переданы на рассмотрение координационной группы оперативного регулирования Центральной избирательной комиссии. А вот в Министерстве внутренних дел зарегистрировано 45 фактов нарушения предвыборной агитации. Из них в Бишкеке 11, в Волжской области 16, в Оше 2, в Джалалабаде 4, в Таласе 2, в Иссыкульской области 2, в Нарыне 1, в Чуйской области 7. Из 45 фактов 8 зарегистрировано в ЕРПП, 5 не подтвердились. В ЕРН зарегистрирован 1 факт по воспрепятствованию реализации избирательного права. Однако этот факт не был подтвержден. По факту подкупа голосов было зарегистрировано 4 случая. Из них по 3 информация не подтвердилась. Также был зарегистрирован 1 факт воровства. Дело находится в производстве. Помимо этого зарегистрировано 2 факта хулиганства, 1 в процессе производства. В координационную группу оперативного реагирования Центральной избирательной комиссии поступило 38 жалоб о нарушениях во время предвыборного процесса. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК. По фактам подкупа голосов 10 жалоб. Нарушение правил агитации – 4 жалобы. Препятствие введению предвыборной агитации – 2 жалобы. Использование админресурса – 10 жалоб. Различные нарушения – 7 жалоб. 24 жалобы были зарегистрированы и по ним идут проверки. В ЕРПП зарегистрировано 5 материалов. ЦИК приняла решение по 3 жалобам. В Генпрокуратуре рассматриваются 4 материала. Все поступившие заявления изучаются. Предпринимаются необходимые меры по недопущению ошибок прошедших парламентских выборов. Также сегодня представители Общественного фонда «Общее дело» сообщили, что якобы на наблюдателей идет давление со стороны правоохранительных органов. Наблюдатель ранее сообщил о нарушении. По этому нарушению мы обратились в КГОР. И теперь этого наблюдателя РУВД вызывает, это Карасу, да, Карасуйский район, вызывает повесткой и требует, чтобы она написала отказную, да, отказ от ранее предоставленной информации. Однако в Министерстве внутренних дел прокомментировали, что представители фонда неправильно восприняли звонок от правоохранительных органов для уточнения отдельной информации. Поэтому и произошел данный инцидент. Волжскую координационную группу оперативного реагирования ЦИК 2 января 2021 года через WhatsApp поступило сообщение от Общественного фонда «Общее дело». В сообщении говорилось, что в селе Киров Карасуйского района группа спортсменов обходит дома, угрожает физической расправой и требует, чтобы на предстоящих выборах президента люди голосовали за одного из кандидатов. Для выяснения обстоятельств были приглашены представители Общественного фонда «Общее дело». Их позвали, чтобы они помогли найти людей, распространяющих ложную информацию в соцсетях, и чтобы никаких давлений со стороны правоохранительных органов не было. Нурджан Шайлдабекова призвала всех граждан тесно сотрудничать с правоохранительными органами и наблюдателями, немедленно сообщать в случае каких-либо нарушений. Выборы должны пройти честно, добавила глава ЦИК. Отметим, что в целях обеспечения безопасности в день голосования по всей стране будут работать более 11 тысяч милиционеров и 9 тысяч народных дружинников. Гульджан Руматка, Заскар Маратов, ЛТР Бишкек.